День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за событиями в республике и за ее пределами. Сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых главных из них. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем» в студии Иван Лазаренко. И вот о чем мы расскажем сегодня. В республике продолжается активная работа по тушению лесных пожаров. Защищать Родину, отстаивать интересы страны и выполнять свой воинский долг. Расскажем, как прошел день ветерана боевых действий в столице. В поселке Табага продолжается строительство круглогодичного детского центра «Полярная звезда». Жаркая погода царила на этой неделе в Якутии. Как уберечь себя от жары и когда она спадет. 8-е спортивные игры «Детязи» завершаются. Посетим мастер-класс и подведем итоги эстафеты огня. На данный момент на тушение лесных пожаров в Якутии направлены региональные и федеральные силы. Угрозы населенным пунктам нет. О текущей ситуации с лесными пожарами в регионе рассказал глава республики Айсен Николаев на канале «Россия-24». Как отметил глава региона, с начала пожароопасного сезона в республике пройдено огнем 992 тысячи гектаров. Это 541 лесной пожар. На сегодняшний день действуют 113 пожаров. На 5 июля потушено 13 пожаров, обнаружены еще 5 новых на территории, которую мониторят самолеты и вертолеты. Также ликвидирован пожар, возникший в национальном парке Ленские столбы. Площадь пройденная огнем, она увеличивается, потому что у нас значительная находится в зоне, которую мы не обслуживаем. Это труднодоступная горная местность, где пожары тушить практически невозможно. И там, конечно, эти пожары идут, пока их по тем или иным природным явлениям, или когда они достигнут уже пределов, ограниченных озерами, реками, или дожди пойдут, они тогда уже только сами могут потухнуть. Или вот когда какая-то горная местность, они там ущельями ограничены и самими сопками. Вот. Мы сейчас тушим свыше порядка 52 пожаров. Вот. Кстати говоря, вот тот пожар, о котором вы сейчас тоже упоминали, в природном парке Ленские столбы, он сегодня уже ликвидирован. Вот. Вместе с тем, конечно, ситуация, еще раз говорю, она у нас очень напряженная по юго-западной и южной части, которая вот как раз граничит с Иркутским краем, с Иркутской областью, Забайкальем, Амурской областью. Тем временем накануне самолет-амфибия Б-200 МЧС России сбросил 105 тонн воды на лесных пожарах вблизи села Дабаан Алекминского района и поселка Заречный Мирнинского. Воздушное судно сделало в общей сложности на двух указанных пожарах 12 сливов. Базируется оно в городе Мирный. Отметим, что большинство лесных пожаров находятся в зоне контроля на труднодоступных и удаленных территориях. Очередная партия вооружения, обмундирования, а также транспортные средства, среди которых продукция дальневосточных предприятий, передана в зону СВО. Соответствующее поручение дал заместитель председателя правительства России, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Вооружение и обмундирование получили военнослужащие, мобилизованные и добровольцы, находящиеся в Донбассе, подразделений Восточного военного округа, а также части 1-го Донецкого армейского корпуса. Бойцам доставили высокоточные снайперские комплексы, средства радиоразведки для обнаружения и уничтожения беспилотников противника и радиоэлектронной борьбы отечественного производства для прикрытия, тепловизионные системы наблюдения и многое другое. Во время поездки Юрий Трутнев в Донецке лично встретился с бойцами оперативно-боевого тактического формирования ДНР «Каскад» и добровольческого отряда Российского союза боевых искусств «Союз». На этой неделе чествовали тех, кто защищал Родину, отстаивал интересы страны и выполнял свой воинский долг. 1 июля в Театре оперы и балета в столице поздравили якутян, принимавших участие в боевых действиях. Подробности у Даяны Федоровой. Чествование ветеранов боевых действий началось с показа отрывка из спектакля «А зори здесь тихие». День ветеранов боевых действий был учрежден в знак признания особых заслуг жителей Якутии, принимавших участие в боевых действиях, локальных войнах и вооруженных конфликтах после 1945 года. Сейчас, смотря на зал, я рад, что праздник проживается
что мы помним своих братьев, мужей, сыновей, которые выполняли свой воинский долг, защищая нашу Родину. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в ходе спецоперации, наградили посмертно бойцов госнаградами Российской Федерации и Луганской Народной Республики. Ордены мужества были переданы матерям и женам бойцов. Помимо этого развернулась фотовыставка из личного архива, оружия и обмундирования. Все представленные на выставке предметы были переданы от бойцов и ветеранов боевых действий. Здесь представлен автомат Калашникова модернизированный 74, АКМ-74. На нем коллиматорный прицел. Посетители выставки смогли не только воочию увидеть предметы боевых действий, но и узнать много нового и интересного. Увидели БПЛА, а также различные оружейные установки. Также здесь представлена амуниция, которую все желающие могут примерить. Здесь есть люди, которые помогают, что-то объясняют, и мы все можем примерить и почувствовать себя настоящим воином. Ветераны боевых действий из Якутии с честью выполнили свой воинский, патриотический и гражданский долг во многих уголках мира. Многие из них и сегодня продолжают отстаивать свободу в ходе специальной военной операции. Даяна Федорова, Арсен Степанов, Якутск. В поселке Табага продолжается строительство круглогодичного детского центра «Полярная звезда» на территории туристического кластера «Северная мозаика». Ход работ проверил глава Якутии Найсен Николаев. Что предстоит сделать до официального открытия центра, расскажет Вероника Таюрская. Центр оздоровления и отдыха «Полярная звезда» будет вмещать свыше 5200 детей ежегодно. В день его охват составит 350 ребят. На территории здания в 12 320 квадратных метров будет размещаться 4 кластера – технологический, спортивный, медицинский, образовательный. В каждом из них будут находиться лаборатории, залы и поля для круглогодичного занятия спортом. Будет и своя видеостудия с медиацентром. Центр «Полярная звезда» станет одним из самых современных детских лагерей в России. Объект круглогодичный детский центр отдыха и оздоровления «Полярная звезда» строится через механизм президентской субсидии единой, через конституционное соглашение при поддержке Юрия Петровича Трутнева и Министерства по развитию Дальнего Востока. Сейчас есть небольшие проблемы с нехваткой рабочей силы. Подрядная организация и концессионер делает все возможное, чтобы увеличить количество рабочей силы и нагнать отставание работ, которые сегодня имеются. Круглогодичный детский лагерь полностью автономный, а это значит, что все коммуникации будут размещаться непосредственно на территории центра. В случае возникновения сбоев сотрудники аварийно-диспетчерской службы смогут оперативно решить проблемы. На территории центра предусмотрены канализационные очистные сооружения. Планируется вот собственной котельной. В настоящее время возведены корпуса лагеря, проложены инженерные коммуникации. Строительные работы продолжаются. По 5 корпусам у нас закрыт тепловой контур на сегодняшний день. По 3 корпусам, по которым имеется значительное отставание, это 6, 7, 8 корпус, мы планируем до конца августа полностью закрыть тепловой контур, соответственно, в сентябре приступить к внутренним работам. Всего у нас по комплексному зданию 8 корпусов. 4 из них это жилых корпуса, первый корпус это административный, 2, соответственно, это спортивных блока, и последний 6 корпус это у нас будет центральный вход и атриум. Введение в эксплуатацию детского круглогодичного лагеря позволит увеличить охват детей, направленных на отдых внутри республики, до 51%. Само строительство планируют завершить в 4-м квартале этого года. А уже весной 2025 года Центр отдыха и оздоровления «Полярная звезда» сможет принять своих первых маленьких посетителей. Вероника Таюрская, Григорий Хлопков, Якутск. Байкало-Амурской магистрали 50 лет. В Якутске прошло награждение ветеранов, работников железной дороги, а также строителей знаменитой Байкало-Амурской и Амуро-Якутской магистралей. Почетными гостями на мероприятии стали ветераны отрядов «Якутский комсомолец» и «Юность Якутии», которые были направлены республикой на строительство Малого БАМа. Тем самым они дали
начало развитию железной дороги в Якутии. Общая протяженность БАМа составляет более 4000 километров. Сейчас БАМ является важнейшей частью инфраструктуры Дальнего Востока и, в частности, Якутии, обеспечивая доставку грузов в обе стороны. Конечно, Байкал-Амурская магистраль, она дала большой толчок для развития страны, в частности, Сибири, Дальнего Востока. Начало строительства и окончание малого БАМа связало нашу Южную Якутию, открыло южные ворота нашей республики, освоение промышленности, недр ее для развития, опять же, нашей страны, укрепления нашей страны. И сегодня мы просто восхищаемся теми людьми, которые творили это мужественное, важное дело для нашей республики и нашей страны. Школьники из многодетных семей будут ездить на автобусах бесплатно. С 1 сентября до конца мая в Якутии вводится бесплатный проезд в общественном транспорте для всех школьников из многодетных семей. Порядок предоставления этой меры поддержки утвердили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики. Для школьников подготовят персональные транспортные карты с возможностью использования карты жителей Якутии. Бесплатный проезд будет предоставляться на первые 96 поездок в месяц. Мы продолжим подводить итоги недели буквально через пару минут. Оставайтесь на нашем канале. Мы продолжаем подводить итоги уходящей недели на канале Якутия-24. Правительство поможет регионам сократить число долгостроев. Утверждены правила предоставления регионам субсидий на завершение строительства или реконструкции объектов, которые не были сданы в установленные сроки. Субсидии будут выделяться на основании заявок, поступивших от глав регионов, которые будет рассматривать штаб правительственной комиссии по региональному развитию. Средства предоставят на основе софинансирования. Благодаря им планируется завершить работы на площадках, внесенных в федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства. В Якутии местами столбики термометров на этой неделе поднимались до отметки плюс 37 градусов. Как отмечают синоптики, это не предел. Особенно осторожным нужно быть людям, имеющим хронические заболевания. Как уберечь себя от жары, когда она пройдет, расскажет Вероника Таюрская. Врачи предупреждают, жара опасна для людей с хроническими заболеваниями. Больше всего подвержены больные, имеющие проблемы с сердечно-сосудистой системой. Именно в летний период увеличивается риск возникновения сердечных приступов, инфарктов, инсультов, тромбозов и других болезней. В группу людей, кто тяжело переносит жару, входят пожилые люди и маленькие дети до 3 лет. Нелегко переносят жару и так называемые хроники, у которых имеются сахарный диабет, бронхит, гастрит, пневмония и астма. Плохо себя может почувствовать и абсолютно здоровый человек. Врач Аюна Лукина рассказала, какие симптомы сопровождают людей, получивших солнечный и тепловой удар. Холодный липкий пот или очень сильное красное лицо, становится такая гиперемия, да? Учащенное сердцебиение, усиливается это сердцебиение, пульс. Человек может быть слабый, видно сразу, может глаза закатывать, да, и так далее. То есть видно сразу, что человеку плохо, что у него наступил солнечный или тепловой удар. Нужно сразу оказать первую помощь, нужно обязательно увести от солнца в прохладное помещение, приложить холодные компрессы, а именно чтобы была такая температура, комнатной температуры вода. Самая высокая температура была зафиксирована в июле 1945 года в плюс 39,2 градуса. Это было в Ленском районе. В Якутске же максимальная температура достигла отметки в плюс 38,4 градуса. Это было 17 июля 2011 года. Как отметили в гидрометцентре, в ближайшие дни температурных рекордов ожидать не стоит. Получается так, что очень жаркая воздушная масса, которая сместилась на территорию республики. Она, знаете, занимает полностью Сибирь. Эти воздушные массы пришли у нас с Монголии, с Китая, дальше прихватили из Средней Азии. В общем, довольно жаркий воздух.
Вот он пришел, но наши северные циклоны, которые ходят на Арктике, далеко распространяться ему не дают. И поэтому у нас где-то примерно по 65-й широте лежит вот эта вот граница между более прохладной воздушной массой и жаркой, которая пришла с юга. Как спастись от аномальной жары? Во-первых, необходимо пить не менее 3 литров воды в день. Второе правило – необходимо носить солнцезащитные очки. И третье, самое главное правило – носить головные уборы на солнце. Не выходите на улицу в промежуток с 10 до 16 часов, когда солнце начинает особенно сильно жарить. Следите за уровнем влажности на улице, ешьте острую еду и принимайте витамин С. Откажитесь от алкоголя и кофеина. Принимайте холодный душ. Приложите холодные компрессы на шею или запястья. Выбирайте правильное постельное белье. Обложите тело холодными грелками. Лето в Якутии набирает обороты, поэтому необходимо соблюдать простые правила для сохранения здоровья. Вероника Таюрская, Сергей Шипачев, Якутск. К другим темам. Комплексная программа по борьбе с крысами на мусорном полигоне Валданин приносит свои плоды. Местный оператор по вывозу коммунальных отходов совместно с Роспотребнадзором подвели предварительные итоги. Подробнее расскажет Руслан Павлов. Эта особь крыс попалась в клетку в рамках профилактической программы особо опасных инфекций, которые и разносят данные грызуны. Год назад Роспотребнадзор совместно с оператором по работе с твердыми коммунальными отходами применили новую стратегию в борьбе с крысами, и она дала плоды. В рамках профилактики особо опасных инфекций на полигоне города Алдан проводятся дератизационные мероприятия, которые показали свою эффективность. В первую очередь это отражается на количестве грызунов, которые переходят с полигона в город и поселок Ленинский. Жалоб стало значительно меньше. По мероприятиям, которые мы здесь проводим, видно, что количество крыс на полигоне также сократилось, что показывает эффективность проведенной работы. Прошлым летом для грызунов организовали столовую, где наряду с едой рассыпали ядовитые вещества. В дальнейшем к еде прибавились крысоловки, которые размещены по разным местам мусорного полигона и обозначены вешками. Мы тщательно боремся с грызунами и химическими способами, и физическими. Химическими это то есть отраву ложим, яды. Физическими это расставляем крысоловки. За последние пару лет даже, вот если сравнить с прошлым годом, их значительно стало меньше. То есть, если в прошлом году туда заходишь, их вот видишь, как они бегают, там их, десятки. В этом году за день у нас там 2-3 всего ловится. Популяция грызунов на полигоне резко сократилась, о чем свидетельствует снижение количества воронов и коршунов, для которых крысы были основным блюдом в меню. Как заявляют специалисты, работа будет продолжена до введения нового полигона складирования ТКО, который находится в стадии проектной разработки. Руслан Павлов, Алдан. Мастер-класс от настоящего чемпиона мира по боксу. В рамках игр «Дети Азии» прошел боксерский интенсив с детьми от главного судьи соревнований, участника третьих игр «Дети Азии» Мирея Акшалова. Что показали юным спортсменам, узнаем в следующем сюжете. Хоть и мастер-класс проходит в рамках игр «Дети Азии», в списках участников тренинга не было спортсменов из сборных команд. Организаторы делают акцент на просветительстве именно воспитанников спортивных учреждений и желающих, которые посещают спортивные клубы. Мы планируем участие детей, спортсменов, воспитанников наших муниципальных учреждений спортивных, также спортивных клубов нашего города. Это будет отличной возможностью для получения опыта нового. И надеюсь, данный мастер-класс послужит развитию наших спортивных дружеских отношений между нашей республикой и Республикой Казахстан. На интенсиве по боксу ребята могут узнать для себя иные техники, изучить свои ошибки и открыть в целом что-то новое. В этом году организаторы пригласили чемпиона мира и Азии Мирея Акшалова. Также он является участником третьих игр «Дети Азии». Будем проводить разминку, работа над школой бокса и, думаю, будем работать на снарядах. В первую очередь надо поставить школу бокса, именно азбуку бокса. Правильность ударов, правильность передвижения, защитный здесь все это, чтобы вот эту школу надо ставить. Мастер-класс проводится в рамках проекта «Союз выпускников». Организаторы проводят различные тренинги, приглашают туда участников прошлых игр «Дети Азии».
Суть проекта в просветительстве юных спортсменов путем проведения теоретических и практических тренингов. Кроме того, что это комплексное спортивное мероприятие, это мероприятие, которое также сопровождается множеством культурных, образовательных, просветительских и вот такого рода тренировочных событий. Для ребят, которые занимаются, для которых, возможно, это первый большой старт, комплексный старт с настоящей атмосферой практически Олимпийских игр, я думаю, не безинтересно и достаточно важно и полезно пообщаться с именитыми спортсменами, с теми, кто может поделиться с ними своим опытом. Тренинги дают важный опыт. Они считаются хорошим стартом для тех, кто раньше даже и не занимался той или иной деятельностью. Такие проекты могут не только просвещать юных спортсменов, но и привлекать в разные виды спорта любых желающих детей. Александра Котельникова, Сергей Шипачев, Якутск. На этой неделе подвели итоги эстафеты огня игр «Дети Азии». За 100 дней факелоносцы преодолели 37 204 километра. Огонь игр побывал в каждом районе нашей республики. Первыми факел встретили жители Хангаласского улуса, а завершили эстафету в городе Якутске. На всем протяжении огонь игр пронесли 514 факелоносцев, которым помогало почти 1000 волонтеров. Напомню, церемония зажжения состоялась 19 марта у подножия национального достояния Якутии Ленских столбов. Участвовало очень большое количество людей, как организаторов, так и жителей республики, которые принимали участие или приветствовали огонь. И это мероприятие здорово сплотило жителей, населения вокруг идеи игр «Дети Азии», вокруг олимпийского движения, пропаганды здорового образа жизни, развития физкультуры и спорта на систематической основе. И, соответственно, мы на нашем итоговом заседании подведем итоги, выразим благодарность тем, кто работали. На сцене театра оперы и балета прозвучали чарующие голоса оперных певцов. В международном конкурсе имени Айталины Адамовой участвовали артисты из Монголии, Китая, Франции, также из российских городов и нашей республики. Конкурс включал 3 этапа. Первый тур прошел заочно. На втором этапе спели около 30 артистов, из них 15 выступили перед жюри. В итоге гран-при получила Екатерина Корякина. Премию первой степени вручили артисту из Монголии Доржцеден Батэрдене. Второе место занял также артист из Монголии Харалгараф Мунхтуфшин. Обладателями премии третьей степени стали Екатерина Захарова и Борбат Сайхан из Монголии. Учусь в Московской консерватории, но это конкурс, это первый раз здесь. Я спел «Онегин», ария из оперы «Онегин», но нормально. Якутск – это очень красивый город, интересно, здесь люди очень добрые и погода очень хорошая. Государственный цирк республики организовал для гостей и жителей Якутии незабываемое шоу. Местом встречи зрителей стало Талое озеро, где посмотреть на канатоходца собралось огромное количество людей. Все подробности представления в материале нашего корреспондента. Show must go on. Это известная фраза в шоу-бизнесе, смысл которой в том, что шоу должно продолжаться, несмотря ни на что. Организаторы циркового перформанса и сам артист, невзирая на сильные ветры в последние дни в городе, решили не отменять долгожданный публикой номер. Мы сегодня немножко с утра волновались, тучи, ветер сильный, до сих пор ветер приходит. Но надеемся, наше небо поможет нам. И этот проект, трюк, переход через Талое озеро впервые состоится. Владимир Степанов, наш канатоходец, должен пройти метров 100 от берега к берегу на высоте около 10 метров над озером, над водой, без страховки, балансиром, правда. Но балансир это для равновесия, но это все равно очень сложно. Искусство хождения по канату, или так называемый slackline, имеет несколько разновидностей. Это low-line, long-line, trick-line, water-line и самый сложный из всех high-line, где высота над землей составляет 10 метров и больше. В случае номера Владимира Степанова совмещены 2 самых опасных и сложных видов слэклайна. Хождение над водой на высокую дистанцию почти на высоте 4-этажного дома. Восторг, восхищение!
восхищение и радость. Такими словами можно описать сегодняшний день. Цирковой перформанс назван на грани фантастики и реальности. Действительно, на наших глазах Владимир Степанов только что совершил чудо. Владимир рассказал нам, что ровно 2 недели назад ему предложили этот проект, от которого он не смог отказаться. Азарт, интерес и риск охватили канатоходца, и он начал свою предварительную подготовку. На интервью он скромно отвечает, что во время прохождения он думал, вот бы не упасть. Особо такого ничего не чувствую, но там, чтобы пройти там нормально, чтобы не упасть, слава богу, дошел. Труппа цирка радовала зрителей своими неординарными и захватывающими дух номерами. Клоуны на лодках дули мыльные пузыри, проплывая через все озеро, танцоры изображали стерхов, шаманы танцевали с бубном, и, конечно же, не обошлось без символа фестиваля – мамонтенка. Невозможно отметить, что на фестивале собрана коллекция из лучших цирковых номеров в исполнении артистов из Ближнего Востока. До 7 июля в Государственном цирке будут идти гала-представления победителей циркового фестиваля. Мероприятие, да, вот мы участвуем. Дети Азии, международный фестиваль молодежи «Мамонтенок». Очень многих государств приехали с Вьетнама, Китая, Белоруссии, Таджикистана. Очень красивые номера, сложными элементами. Цирк навсегда останется местом, где нет пределов и границ возможностям человека. Мир волшебства, счастья, радости и незабываемых эмоций. Николина Тарасова, Сергей Шипачев, Якутск. Минувшую неделю наши корреспонденты. Вы смотрели итоговую программу «Якутия. День за днем». Для вас в студии работал Иван Лазаренко. Мы продолжим следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире.